Пойдем погуляешь с ними. Пойдем. Только не трогай их. Видите, что делают? Иди сюда, Морошка. Ну все, к ним побежал. Так они подчиняются ему. Ах, он говнюк, он сейчас будет есть у них все. Морошка, иди сюда, иди, моя девочка, иди сюда. Иди, моя девочка. Получилось сегодня у меня, а? Получила? Как схватилась за мешок с цыплятами, рычать начала, кидаться на меня. Думаю, ну я тебе устрою трёпку. Да? Вот так вот. Вот как красиво у них тоже виды с вольеров. Красота какая. Ай! Ой-ой-ой, Морошка. Вся засусленная, то, что Микона ее задрала уже. Микона, хорош ее. Морошка моя, медвежонок. Полярный мишка. Мишка. Так, ну-ка. Ты что делаешь? Вся засусленная за нее. Она еще больно так делает, втыкается, видите? Ударами. Довольная. Очень сильная. Я не знаю, прям не могу описать ее силу Миконы, но она очень сильная. По силе, мне кажется, она уже любого там крупного кобеля может завалить. Ну просто так как она маленькая еще, не соображает, она, конечно, с опыта мало и она не сможет особо так, ну только защищаясь, если завалит. А так очень крепкая уже. Не представляешь, что там вырастет. Что там за убийца. Морошка. А Микона не хочет подходить. Как я сказал, в больших вольерах надо его отсаживать. А то он Они-то сильнее его, но он, видите, будет сейчас поддавливать их. Иди сюда, идем сюда, иди сюда. Олаф, и Микона тебя просто раскусит и все. Да, Микона, иди сюда. Не. Что я, скажи, кто я? Морошка. Новая цель, интересно. Иди сюда, Морошка, иди, моя девушка, никто тебя не обидит. Иди сюда. Ты тоже медвежонок, ты тоже Мишка. Иди сюда. Это не его сейчас. В лесу, кстати, хорошо ходит. Первое возил его, показывал кабану. В общем, первое у него получилось удачное. Молодец, мне понравился. Олаф потихоньку в охотничий мир наступает. Олаф! Пш! Олаф! Иди сюда, Олаф! Ко мне!
ко мне. Ко мне. Иди ко мне, сказал. Олаф, иди сюда. Иди сюда. Олаф, Олаф, иди ко мне. Олаф. Олаф, иди сюда. Иди. Олаф, иди сюда. Олаф, иди ко мне. Иди сюда. Ты что так долго подходишь ко мне, а? Ты что так долго подходишь? А? Ух ты, что она сделала? Ух ты! Я не знаю, заснялось или нет, я в афиге. Просто за гениталии его схватила. Олафа. По самой не хочу, как говорится. Офигеть. Вот я его гладил, отвлекал, она в моментом воспользовалась, его вот за прям те места схватила. Опасная, опасная. Отличается, конечно, она. Она и от братиша отличается. Иди сюда, идите ко мне, идите сюда. Идем, иди. Эмякона, не бойся, подходи ко мне. Боится меня. Сейчас его надо обратно пересаживать. Олаф, пойдем, Олаф. Олаф. Вот он тоже монстрик полярный, да? Олаф, иди место. Нельзя. Олаф, иди. Пойдем. Выходи, Олаф. Иди сюда. Пойдем. Место. Молодец. Нельзя. Сиди. Все. Молодец. Иди сюда, моя. Заяц. Зайчик. Мяковна, иди сюда. Идите сюда. Ну что, ну подойдите, я тоже скучал за вами. Скучал. Вот. В общем, дорогие друзья, всем огромное спасибо за подписку. Всем благодарен. По максимуму буду стараться снимать видео, рассказывать. Вы пишите в комментариях, что бы вам интересно было послушать или показать. Обязательно какую-то тему можно развернуто поднять. Вот так вот. Лапищ тоже в этой девахе. Иди. Башка больше, чем у Олафа в 2 раза. Да? А это как Эмякона. Все, вы его сожрете мне, если я вам тут его оставлю. Нельзя, нет. Все. О, все. Здесь. Нет. Ты у нас здесь, без будки, без всего. Вот он, красивый какой. Пойдемте Вегу еще покажем. Там лорд. Волу что-то эти не проходят. Локоточки. Там к ним уже и не зайдешь. Надо залазить через верх, отбивать лопатой. Вега, ты у нас не повязалась в этом году, да? Отдыхаешь? Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. И эти монстрики. Бошки какие. Самая пока широкая у Оскара. Но он пониже братиша. Пониже, да, и братиш порастянутый. Этот уже выше Оскара. И шире Оскара, кстати. Только вот голова не такая. Но это голова от маламута. Вот они, маламутские бошки. Хотя
О, акела канадского волка. Огромная башка. Я думаю, братиша тоже будет через пару лет, уже тоже формируются, они ж головы. Будет крупняк и кольт. Думаю, подостановится у нас, подразбегается. Крупники все и так. Ну, у нас, в общем, еще планируется на следующий год полярные волки. Поэтому посмотрим по обстановке, как что. Якутские у нас, получается, есть. Но у нас полярная пара есть, в принципе. Но я для морожки бы хотел бы огромнейшего полярника, крупнокалиберного. Поэтому, возможно, и еще у нас будут волчата именно вне парка. Потому что, когда будет у нас, например, вот братиша, мекон, мы по-любому будем потомство у них в вольере оставлять, как семья будет. Также здесь будем потомство оставлять. В каждом вольере, в общем. Да, удивительное, я не знаю, чудо, что у нас вот алмаз такой получился, седа, хардин. Очень жаль якута и коду, что вот так получилось, но дубль вязку всегда можно еще сделать на следующий год точно, потому что еще на следующий год у нас не будет готово оймякона, да и смысла не вижу. В общем, возможно, и как-то что-то будут вязки. Хотя, может, и кольт для этих целей у нас будет. Посмотрим по обстановке тоже. Но видите, когда большие вольеры такие занимают, там, ну, слишком жирно для одного-двоих. Надо все равно, чтобы было 3, 4, 5, вот, чтобы раздольем было. В общем, посмотрим по обстановке, как что будет идти. Задумывать ничего не могу. О, вот вам и пение. Поддерживают меня. Акела как вожак. Лежит такой. Ну, что дальше? Ничего, спать.